Я представляю общину татарскую православную, московскую. Также я являюсь членом президиума татарской культурной автономии города Москвы. Вошли мы в автономию не так давно, как православные татары. То есть это такое, как бы, ну, как нонсенс такой, потому что, как правило, там просто национальная автономия, вот, но мы представляем себя как православные татары. Что мы делаем? Мы проводим молебны в Москве на татарском и церковно-славянском языках. Мы развиваем шамаиль, это искусство крещенных татар. Это молитва православная на татарском языке. Далее, мы сейчас готовимся к участию на общегородском празднике Сабантуя. Там у нас будет блок крещенных татар, будет палатка. То есть всячески мы себя представляем как православные татары, потому что зачастую почему-то представляется, что татары это мусульмане. То есть, как правило, люди интеллигентные, образованные, они, естественно, понимают, что для татар христианство традиционно. А обычный среднестатистический гражданин у нас как-то не очень разбирается, у татар есть мусульмане только потому, что мы не очень хорошо представлены. Вот поэтому мы на уровне автономии уже в столице, в Москве представлены. В других районах, регионах, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия очень хорошо представлены крещенные татары. Мы очень хорошо налаживаем контакты и дружим с организациями крещенных татар. В частности, в Татарстане есть крещенно-татарская организация, ее возглавляет Иван Михайлович Егоров. Вот они нам сейчас ансамбли сюда на Сабантуй присылают свои. И как-то поддерживают административно нас, дружим мы. То есть налаживаем связи. Сейчас еще больше как-то представляем себя. В автономии у нас сейчас, базой автономии является татарский культурный центр. Там нам дают помещение. Там мы будем представлять искусство шамаиля в том числе. То есть там находиться, себя представлять, и вот искусство, как мини-выставка постоянная у нас там будет. Вот. Да, коротко о себе, просто просим как-то и освещать, и пойти вообще... Взаимодействие, скажем, с другими организациями, скажем, православными и прочее. То есть, конечно, в зависимости от... Вот сейчас мы готовимся к Сабантую, у нас все силы туда уходят, а там как, можно людей, допустим, к нам в палатке, да, чтобы нас очень интересует информационная поддержка в том числе, чтобы о нас просто узнали как-то поярче. Это вот не мы. Скажите, а вот ваша организация давно существует? И сколько людей у вас в организации? Вообще, естественно... Это московская или по регионам еще есть? Естественно, сложившаяся община православных татар, она существует лет, может быть, там 10. То есть крещенные татары, они есть всегда. А в каком храме окаймляетесь? Где у вас база? На Кантемировской, мы сейчас проводим молебны. В принципе, у нас база – это татарский культурный центр. Но мы не можем там молебны проводить, да? Своего прихода как такового нет, да? Нет, на Кантемировской, да, у нас приход. Кстати говоря, интересный момент, что тоже не все знают, в Татарстане проводятся литургии на татарском языке. У нас это просто неизвестно. Вот это мы хотим просто рассказать, осветить, что православие, оно вне национально. Вот это очень необычно, что это не что-то такое для... Нет ни Елена, ни Иудея. Для российского человека, да. Для российского человека это норма. Вот скажите, как точно ваша организация называется? Как просто... Официально она зарегистрирована? Юридические документы есть? Нет юридических документов, нет. То есть не юрлицо, да? Нет. Нашим руководителем является Фарид Фарисович Фарисов, он руководитель автономии, также он является сейчас заместителем Гайнудина. То есть это о чем говорит? Что у нас с мусульманами, то есть мы являемся, во-первых, профилактикой экстремизма, у нас очень хорошие дружеские отношения с мусульманами. Они нас всячески поддерживают, так вот как сложилось, естественно. Почему? Потому что татары, христиане и мусульмане очень дружат между собой. А противоречие не входит с тем мусульманскими татарами? С мусульманами как отношения выстраиваются? В силу того, что мы просто себя представляем, не входит никак. То есть на сегодняшний день у нас я буквально недавно на днях встречалась с Акмешиным Равилом Калимуловичем, он является полномочным представителем Республики Татарстан. У нас тоже шли переговоры по поводу участия нашего Сабантуя. Там комитет, то есть как ансамбли
палатки, как это все будет выглядеть. Тоже все нормально, вот они нам помогают всячески сейчас. То есть никаких проблем у нас нет. Как можно вас найти, явки, пароли? Что? Как вас можно найти, явки, пароли? Да, во-первых, вы можете посмотрите на сайт rtnk.com, это официальный сайт автономии. Там мы раньше, естественно, не были представлены, еще никак не представляли. Сегодня там у нас есть раздел, там есть мои данные. Вот, заходите, там посмотрите. Кратенькая такая информация. Почему? Потому что в силу того, что у нас не было, раз мы теперь есть. И поэтому Ну, вы знаете, что посоветовать хотелось бы? Вы побольше проводите людям исторических экскурсов, потому что крещенные татары сыграли огромную роль в истории России, в том числе вроде бы как и Борис Годунов из крещенных татар был даже. это уже тема То круглых есть, столов. Но Да. все равно, Да, то есть да. вы людям объясняйте, Согласна. что Россия строилась крещенными татарами в том числе, и очень Согласна. активно они участвовали. Да. Ну, И так на что- протяжении многих столетий, что это не новинка, то есть это было еще с Всегда, века да. там Вот 14-15 пошло. Вот улица Ордынка, вот тут вот, они жили в свое время, Да. рядышком совсем. Ну вот, собственно, так, кратенько. Спасибо. Все устали.